Салям алейкум. Сегодня мы поговорим об очень актуальной теме – это рак кожи. Существует несколько видов рака кожи, и в нашу студию сегодня мы пригласили врача-дерматовенеролога Гульнар Османову. Салям алейкум, Гульнар Ханум, какие существуют виды рака кожи? Алейкум салям. Существует их несколько видов, но основные, о которых стоит поговорить, это три. Первый вид – это базально-клеточный рак кожи, второй вид – это плоскоклеточный рак кожи, и третий, самый опасный, самый агрессивный – это меланома кожи. Какие причины возникновения рака кожи? Причин возникновения огромное множество, но к основным можно отнести это генетическая предрасположенность, возможно, у кого-то у вас по наследству, там, мамы, папы, бабушки, дедушки и прочее. Далее относятся экологические факторы усугубления экологии всецело в мире, различные канцерогенные вещества, даже которые мы принимаем с пищей, это различные добавки пищевые и прочее. Также относится курение к этому фактору. И к одному из, наверное, самых важных факторов это относится ультрафиолетовое излучение и понижение функции иммунной системы человека. Вы сказали, что существует три вида рака кожи. Можно более подробно о каждом из них? Да, конечно. Но в первую очередь хотелось бы поговорить о базально-клеточном раке кожи. На его долю приходит около 85% заболеваемости онкологических, именно дермальных. Что хотелось бы отметить. Пациент будет отмечать появление различных элементов на лице. Это нос, лоб, наружный либо внутренний край глаза. Данный вид рака достаточно легкий. Рецидивы, пациент достигает рецидивов в 85-90% случаев. Лечение хирургическое, в случае, например, если после биопсии диагностируется какая-то из более глубоких степеней, допустим, третья либо четвертая, после этого, конечно, назначаются дополнительные методы терапии, такие как химиотерапия, лучевая терапия и иммуномодуляторы. Второй тип, о котором я хотела поговорить, это плоскоклеточный рак кожи. Он, в отличие от предыдущего, является более агрессивным, проявляется он, точнее, излюбленные места локализации по всему телу, это могут быть кисти, но зачастую это открытые участки, которые подвергаются солнечному воздействию. Это кисти, спина, лицо, руки, ноги, в принципе, по всему телу. Пациент что может наблюдать? Он может наблюдать какую-то небольшую ранку, которая очень длительный период не заживает. Не заживать она может от месяца до нескольких лет. Зачастую пациенты не придают никакого должного значения тому, что там она образовалась, какое-то повреждение, она там покрылась корочкой, она отпала, дальше опять она покрылась корочкой, временами она может кровоточить, но как-то зачастую в практике мы встречаем, что пациенты не придают этому никакого значения, ранка и ранка. Но этого делать ни в коем случае нельзя, нужно первым делом обращаться к специалисту, который поможет диагностировать, что это вообще за образование. И третий вид, о котором хотелось бы поговорить, это меланома, наиболее опасный, самый агрессивный вид рака кожи. Он берет свое начало из пигментных клеток. Получается, он образуется из имеющихся либо вновь образовавшихся родинок. Родинки – это скопление пигментных клеток, родинки просто мы называем это в быту. На что стоит обратить внимание? Обязательно нужно блюдить за тем, как трансформируются, как изменяются ваши родинки на теле, на лице, где вы знаете, какие-то места локализации. Увеличивается ли она в размере, мокнет ли она, появляется ли ее на поверхности некая шероховатость, возможно, из нее прорастают волоски, но если прорастают волоски, это хорошо, это говорит о ее более, скажем так, доброкачественном течении. Возможно, имеются какие-то вкрапления сосудистого характера, может выделяться сукровица, вы будете замечать, что родинка, если все-таки это именно тот негативное течение, этот негативный процесс, она значительно увеличивается в размере. Постепенно, конечно, это молниеносно не происходит. Куда обращаться в случае обнаружения у себя симптомов рака кожи? Обращаться стоит обязательно к квалифицированным специалистам, зачастую это врачи-дерматологи, венерологи, либо врачи-онкологи. Прежде чем поставить диагноз рака кожи, доктор должен произвести осмотр визуальный, также осмотр при помощи специального аппарата, который называется дерматоскоп. Это некая лупа такая, которая дает большое увеличение, и там можно разглядеть наличие различных элементов, вкраплений, патологических изменений самой структуры образования. Родинка это была, либо что это было. Дальше, после этого, если все
все-таки течение благоприятное и все хорошо, то как бы доктор вам даст свои рекомендации. Если все-таки это есть подозрение на злокачественность течения данного процесса, тогда будет производиться манипуляция гистологического характера на выявление причины и этиологии самой опухоли, откуда она, что она вообще из себя представляет, чтобы дать ей какое-то вот именно наименование, к какому классу оно относится. Основным методом лечения онкологических заболеваний кожи является, конечно, первостепенным это хирургическое иссечение, и после этого в случае необходимости, в зависимости от сопутствующих факторов, добавляются методики такие, как лучевая терапия, ионизирующее излучение, иммуномодуляторы и химиотерапия. И все. Можно ли самостоятельно бороться с родинками? Кстати, очень актуальный вопрос. Нет, ни в коем случае никакие образования на коже, которые у вас имеются, вы можете думать себе, что это папиллома, а это не будет являться ею. Ничего самостоятельно вырывать, травмировать, дергать, царапать, изымать, да, из, скажем, целостного кожного покрова не стоит. Для этого, для всего нужно обращаться к квалифицированному специалисту, к дерматологу. И в дальнейшем он уже будет проводить манипуляции, которые посчитает нужным.